библиотека Манчестерского университета, библиотека Ланкастер, Ливерпуль университет, работает в библиотеке именно Назарбаев университета, что есть возможность участвовать в международных конференциях. Да, именно сотрудники, которым было назначено работать в этих отделах, посетили такие конференции в Великобритании, UKSG, ERLAC, тоже в Великобритании, ИФЛА проходили в 2023 году, Либер проходили в Венгрии, в Будапеште. Данные конференции, они помогли нашим сотрудникам понять вообще всю суть, как вести, какие услуги должны быть, какие сервисы должны быть. Если вы пройдете на сайт, по ссылкам вы можете найти, чем занимаются данные отделы. То есть 10 и 120 нулей после этого. Столько комбинаций существует в шахматах. А комбинации в игре Go, так как доска состоит 19 на 19, то тут комбинаций больше, чем атомов во Вселенной. Так, здесь есть и другие машины и роботы, которые используют искусственный интеллект в своих чипах, как, допустим, роботы от Boston Dynamics. Автостабилизация, компьютерное зрение. Или же автономные машины. Допустим, генерация лиц. Этого человека здесь нет. Есть сайт, куда вы можете зайти, и вы можете увидеть картины людей, довольно реалистичных, но их не существует. Ну или использовать алгоритм Deepfake, был очень популярен где-то в 2017 году, что ли. То есть можно на чье-то лицо наложить лицо, как просто делаете фотографию, говорите искусственному интеллекту, я перерисуй эту фотографию в стиле, допустим, Ван Гога, и он это сделает. Очень популярным является еще, как, допустим, в Казахстане это компания Sergec. Они используют камеры и алгоритмы компьютерного зрения для детекции номерных знаков. То есть, если, допустим, кто-то нарушил, они могут определить знак на машине и узнать, кому он принадлежит и кому выдать счет штрафа. И очень популярно, чем мы сейчас занимаемся в нашей лаборатории, это рак молочной железы. Мы используем алгоритмы искусственного интеллекта для того, чтобы определить рак молочной железы на маммограммах, МРТ и на других лабораторных анализах. Видно, что он уже носит шлем. Теперь алгоритм определил, что он носит всю форму. Классификатор у нас есть определенные категории, и нейронная сеть скажет, к какому классу относится то, что было дано на вход. То есть, если на вход дано было число 4, и на выходе у нас есть, допустим, от 0 до 9, нейронная сеть может научиться говорить то, что на бумаге нарисована цифра 4.